На початок Святої Мши заспіваємо номер 76. Летю зойде за граница, тяги мора и землица, тяги хвалить все живое, пяе кожный своим строем. Идите по всем свете и проповедуйте Евангелие всему створению. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами и с Духом Твоим. Сегодня в литургии мы означаем свято Святого Марка Евангелиста. Опекун сьогоднішнього дня був строєчним братом Барнаби, сподорожничав апостолу Павлу у його першому місійному подорожжі і відправився з ним у Рим. Після став учнем святого Петра і передав йому науку у своїм Євангелії. Традиція підтверджує, що він заснував костел у Олександрії і був його першим біскупом. Про заступництво святого Марка, Євангеліста, хочу просити побудзування віри для кожного з нас, щоб ми не боялися менавіта обвящать добрую вестку об Евангелии Христовом. Как мы могли Бог нас класть эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за наши грехи и слабости. Другая форма акта покаяния. Змилуйся над нами, Пане, бо сгрешили мы супроть Тебе. Окажи нам, Пане, Твою милосердность и дай нам Твое избавление. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершине Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, день великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше. Яки сядишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивышейший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Милостивый Боже, Ты обрал святого Марка Евангелиста, как он обвещал добрую новину. Просим Тебя, освяти нас, как мы, побожно читаючи Его Евангелие, научились верности следом за Христом, Твоим Сыном, який с Тобою живей владарить у єдності Духа Святого
Присядьте, выслушаем с верой Слово Божие. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, опранитесь у себя во взаимную покору, тому, что Бог сопротивляется гнорыстым, а покорным дає ласку. Дык станьте покорными под муцною рукою Божию, копьем узвысил вас в отповедный час. Усялякий свой клопот ускладите на Его, бо Он клопотится про вас. Будьте тверозы, відчувайте, противник ваш дьявол, як лев кружить з риком, шукаючи кого пожерти. Моцні у віри, станьте супроть Его, ведаючи, что такие ж терпения сведуют и ваши браты, что у свете. А Бог усялякой ласки, який покликал вас до своей вечной славы у Христе Иисусе, после того, як трохи потерпите, сам удосконалите, загартує, умацує і зробить вас непохисними. Йому панування на віки віков. Амен. Про Сильвана, який здається мені вірним братом, я коротко написав вам, заохочуючи і стверджаючи, що така є справдна ласка Божия, у якої триваєте. Вітаю вас, вибрані, які ви супольністю в Вавилоні, а так само Марк, сын мой. Привітайте один одного поцілунком любові. Спокою усім вам, які триваєте у Христі. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Буду славить вечно милосердность Пана. Буду славить вечно милосердность Пана. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бо сказал навеки буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Буду славить вечно милосердность Пана. Небесы будут прославлять Твои цуды, Пане, Твою верность на сходе святых. Бог, кто в облаках поравняется с Паном, кто будет подобный до Пана меж Божьих сынов. Буду славить вечно милосердность Пана. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы же обвещаем Христа упреживанного, Божию моц и Божию мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луке Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Иисус явился 11 и сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и охрестится, будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. Тем, кто поверит, будут сподорожничать такие знаки. У мое имя будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змеи руками брать будут, и коли что ся трудное выпьют, не зашкодить им. На хворых будут складать руки,
і яны выздаравеюць. І Пан Jesús пасля размовы з імі узнёсся ў неба і сеў праваруч Бога. А яны пайшлі і паўсюль абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, пожалуйста, на момент. Ідзіце і абвяшчайце Евангелие усялякаму стварэнню. Гэтыя словы сённяшняга чытання, гэтыя словы Христа адносяцца да кожнага з нас. І сёння перажываем свята святого Марка, які таксама з'яўляецца для нас прыкладам, як можна і трэба абвяшчаць Божае Слово. І не ідзе гаворка нават пра тое, што ён напісаў нават Евангелие, запісаў Евангелие, якое прыпісваюць яму аўтарства, што ён таксама быў біскупам такім у Александрыі, але перадусім ён з'яўляецца для нас прыкладам гэтага абвяшчэння добрай навіны. Чаму? Таму што ён стаў таксама мучанікам Назавету. Ужываецца падчас літургіі сёння чырвоны колер літургічных шатаў. Чырвоны колер – гэта колер мучаніцтва. І мы хочам прасіць таксама святого Марка за яго заступніцтва, каб ён дапамог нам таксама застацца верным. Бо мучанік – это той, хто застаўся верным сваёй веры, вытрымаў у ёй до конца. Яго апошнімі словамі паводле традыцыі Касцёла былі: «У рукі Твае, Пане, аддаю я дух мой». Няхай жа гэтыя словы таксама будуць гучаць штодзённа і ў нашым жыцці, каб мы з Христом праз Христа і ў Христе будавалі нашу штодзённасць, каб мы таксама няслоўна паўтаралі гэтыя словы: «Пане, у Твае рукі аддаю я дух мой». Это значыць, усё сваё жыццё, усе свае клопаты, справы, усе радасці і болі. Пра заступніцтва апекуна сённяшняга дня узнясём да Отца Небеснага наши покорные просьбы и молитвы. Молимся за Христом Божий, как Он, обещающий Евангелие Христа, указывал людям шлях правды и спокою. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за пастора Костела, как своим життем свідчили про святость Бога и проповедовали Его избавление. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как, не глядячи на життєві тяжкості, завсюди отважно визнавали веру у Христа. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за хворих, как их терпением содействовали освящению Божьего люда. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нашу харистичну супольність, как наши учинки любовью были живым свідченням о Христе. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, особенно чину за померлых, у интенции, как служится этой наисвятейшей вяра, как обмытые кровью Христа и не войшли в Божие володарство. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Помолимся за Марину, мою сестру, яка сьогодні означає день своего народження. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Пане Иисус Христе, прими молитвы Твоего народа и учени, как он, познавши правду Твоего учения, завсёды ішоў шляхом збавлення, які жывеш і валадаеш, праз усе векі вечныя. Амин. Можете сесть. Благословленный Ты, Пане Боже, светлому, дякуючи Твоей щедрости, мы отнимали хлеб, плод земли и працы рук людских. Ах, веруем Ему Тебе, как Он стал для нас хлебом життя. Благословленный Ты, Боже, простоян вицховой Этой воды вина, дай нам Божу телу Господи Христа, який прийняв нашу чоловічу натуру
Благословенный Ты по небожеству свету, дякуючи Твоей щедрости, мы отримали вино, плод виноградной лозы и працы рук людских, ахверуем его Тебе, как яно сталось для нас напоем духовным. Благословенный Ты, Боже, навеки. Прими, Пане Боже, нас, и стоим перед Тобою, в духу покою и со скруху сердца нашей вяну, якую сьогодні Тобі складаємо, нехай буде Тобі насолоду. Змись мені мою і схорони мою честь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу яхвяну, принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог, приняв хвалу з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Добрый Боже, отдаючи пошану святому Марку, мы складаем Тебе хвалу прославления, покорно Тебе просим, нехай Твой костел неословно обвещает Евангелие во всем свете, праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим Ого, серце. усносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашего. Ты пабудаваў касцёл на падмогу апостолаў, каб ён быў на зямлі вечным знакам Тваёй святасці і сведчыў перад усім светом пра нябеснае владарство. Таму разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды Божа Ты святы, и справедливо хвалит Тебе усё Твое створение. Бо праз Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, действенною моцною Духа Святого, Ты все живляешь и освячаешь, и неостыдно собираешь народ свой, как от усходу солнца, и до западу складал имени Твоему чистую, ахвяну. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцною Духа Твоего в эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяну, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо ён у тую ночь, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру узял келих и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите
і піце з яго ўсе. Бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа у хвале. Устань. Пане, успоминаючи Божию муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение и в Его шествии, и чекаючи Его другого Христа, с подякою складаем Тебе эту живую и святую охвяну. Узглянь, просим, на дар Твоего Костола, и прими его як охвяну, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай сам учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отдавать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш, с наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святым Марком, опекуном сегодняшнего дня, и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта ахвяра нашего поєднання принесе усьому світу спокой и избавление. Будь ласкав, умацовать у вере и любови костел Твой, який перегревує на земле, со слугой Твоим папам нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушком, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою отлюбленим. Будь милостив, да просьба в этой земле, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Боже, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых, братов и сестер, и усіх, хто в ласце Твоей одышел с гэтага свету, милостиво прими в владарство Твое, где и мы сподяемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа нашего Пана, праз яку подобаешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, так и Божий всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз себя и вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся тому, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яким мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво спокой у дни нашему, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованные от всякого неспокою,
czekali spełnieniu szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам», просим, не зважая на грехи наши, але на веру костелу Твоего, и будь ласкав, згодно с Твоей волей, одарить его спокойной едностью, яки живешь поладаешь, на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, яки береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на собі грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баране Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений покликали на вечеру Ягоду. Пані, я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Сила Христа. Заспеваем номер 77. Святый Боже, святый Отцы, святый несмертный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый Отцы, святый несмертный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый
Пан каже, «Русь я з вами во всі дні, аж до скончення віку». Молимся. Усемогутний Боже, ми прийняли з Твоего алтара евхаристичний спожиток. Просим Тебе, нехай унасвітить нас і умацує нашу вірність Євангелію, якое святий Марк обвестив нам про Христа, Пана нашего. Аминь. Берегите также наши супольные молитвы, пані Тереза, то есть те, кто долучается до нас с допомогою интернету. Завтра перед нами неделя, День Господний, День Панский, третья неделя Великодного периода. Святая Мша у 8 и у 16 годин. А в 16 године будет так само можливість трансмиссии через интернет. Примем с верой Божие благословение. Пан с вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем вам Богу. Попросим заступництва Матери Божией номер 66. Мария,